Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. В эти дни весь мусульманский мир отмечает величайшее событие в истории мира — рождение благословенного пророка Мухаммада. Это один из самых любимых праздников мусульман. Он именуется словом «Маулид» и отмечают его в течение целого месяца. В некоторых мусульманских странах даже по этому поводу объявляются выходные дни. У нас в России Маулид отмечается по-разному. Как правило, верующие собираются дома, читают Коран, слушают проповеди своих имамов. Во многих мечетях проводят праздничные столы, угощают и кормят бедных и нуждающихся. Проводят различные конференции и другие мероприятия, даже лазерные шоу, посвященные пророку Мухаммаду. Пророк Мухаммад в пересчете на привычное нам летоисчисление родился в 570 году нашей эры, 20 апреля. Хотя существуют и другие версии этой даты. При этом справедливости ради стоит отметить, что на самом деле никто не знает точного дня рождения этого великого человека, и поэтому день его рождения был приурочен ко дню его смерти. У пророка было непростое детство. Его отец умер за несколько месяцев до его рождения, а мать через несколько лет после его прихода в этот мир. И с самого малолетства пророк Мухаммад постиг все трудности сиротской жизни. И тем не менее он вырос человеком с мягким сердцем, с доброй душой и смог изменить этот мир навсегда, изменить его к лучшему. В возрасте 40 лет он получает первое откровение от Всевышнего и начинает свою религиозную проповедь. Сначала его слово и ту книгу, которую он проповедовал, Священный Коран, распространилась на территории Аравийского полуострова, а далее по всему миру. Пророк Мухаммад сумел основать новую цивилизацию, он сумел построить новое культурное пространство и вошел в историю как один из самых величайших и выдающихся людей. Не случайно, что в 1978 году американский исследователь Майкл Харт в своей работе «100 великих людей» поставил пророка Мухаммада на первое место. Этот ученый разработал сложную систему оценки влиятельности человека в истории. По многим критериям он пытался понять, какой человек оставил наиболее заметный вклад в историю мира, наибольшим образом повлиял на ход человеческой истории. И после проведенного исследования выяснилось, что и этим человеком оказался пророк Мухаммад. Сам Майкл Харт не был мусульманином и несколько даже настороженно относился к исламу. И тем не менее, как ученый, он должен был опубликовать свои выводы, чем вызвал достаточно неоднозначную реакцию в американском обществе. И тогда он объяснил результаты своего исследования. Дело в том, что в этой истории было много различных людей, которые действительно были выдающимися. Кто-то из них был полководцем, кто-то был руководителем, главой империи, кто-то был религиозным деятелем. Но только одному человеку удалось совместить в себе все эти ипостаси. Пророк Мухаммад был единственным человеком, который и основал религию, и основал империю. Он был руководителем государства и в то же время был простым семьянином. Это удалось совместить только одному человеку. Другие религиозные деятели действительно оставили заметный вклад в области духовности, но они не имели никакого отношения к государственному строительству, они не создавали империй. Пророк же Мухаммад не был просто босоногим проповедником, он не боялся взять на себя ответственность для того, чтобы воплотить свои идеи и свои идеалы в жизнь. И ему это удалось. Поэтому не случайно, что по сей день его имя превозносится в разных традициях. И этот человек действительно является одним из самых выдающихся в истории мира. Что интересно, по данным некоторых изданий, имя Мухаммад является самым популярным на нашей планете. А в 2009 году в Великобритании это имя было самым распространенным среди новорожденных детей. Все это, конечно, необходимо знать и необходимо осознавать. Пророк Мухаммад повлиял на мир. Он основал исламскую цивилизацию, которая
питает и российскую цивилизацию. Наша культура, наша традиция, она основана как на христианстве, так и на исламе. А значит, каждый из нас, вне зависимости от своих религиозных убеждений, вне зависимости от своего отношения к исламу, в чем-то обязан пророку Мухаммаду, потому что он в значительной степени сформировал те ценности, те понятия, которыми живет российское общество. В то же время это и вопрос для системы нашего образования. Наши школьники прекрасно знают, кем был Робин Гуд, но кем был такой защитник слабых и обиженных и защитник человечества, как пророк Мухаммад, знают из них далеко не все. Многие из нас, из наших школьников, знают персонажей древнегреческой мифологии, знают Нептуна и Афродиту, но абсолютно не знают пророков Ветхого Завета или пророков Священного Корана. Хотя именно эти образы, эти люди повлияли на нашу культуру, на нашу цивилизацию, на наши ценности в большей степени. И сегодня, в эти дни, каждый из нас должен задавать себе такого рода вопрос: насколько мы хорошо знаем свои истоки, насколько мы хорошо знаем свою культуру. Месяц Маулид — это прекрасный повод для того, чтобы вспомнить о великих людях, которым мы обязаны. И это прекрасный повод поискать в своей жизни те примеры, в соответствии с которыми полезно строить свою жизнь. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.